В Аше он уже национальный герой. Ринат – пассажир того злополучного рейса, потерпевшего крушение накануне Нового года. Он открыл запасной выход и помог пассажирам покинуть самолет. Ну, не знаю. Я ни о чем не думал. Знал, что сейчас, возможно, произойдет взрыв. Всегда же так бывает после крушения. Мамаши плачут, дети плачут. Как, видя такое, можно спокойно уйти? Думаю, никто бы не смог. Ну и приходилось снова бежать в салон за оставшимися. Это теперь он понимает, что рисковал. Супруга до сих пор не может слушать эту историю без волнения. Сразу же взяла детей, села в такси и поехала в аэропорт. А там люди, кареты скорой помощи, все суетятся. Не могла найти мужа. Среди пострадавших сказали, нет его. Потом он позвонил и сказал, что все хорошо. Я чуть сознание не потеряла. Пережившие потрясение люди с трудом вспоминали детали аварии, давая журналистам интервью. Там крылья и пожар, и все. Мне кажется, там мы перевернулись и вверх ногами прям были. И вот в конце мы выбрались через... Мне папа открыл этот выход какой-то, и мы выбрались оттуда. Все там горело, все там люди орали. В общем, было ужасно. Одна часть самолета отлетела отдельно, шасси. Я точно видела перевернутые шасси, да? И говорят, что это и одно крыло тоже там было. А вторая часть самолета, это вот мы, да, кабина. Мы оттуда люди выходили. Вот то, что взорвалось потом, да, говорят, это вот вторая часть, она в метрах, наверное, 100-150 была, отлетевшая в другом месте. То есть самолет был разделен на две части. Сотрясение, ушибы, ссадины пострадавшие восприняли как милость судьбы. Главное, остались живы. Это ли не новогоднее чудо? Мне очень понравилось, как люди все в одно мгновение сплотились. Все стали как родственники друг другу помогать, кого-то вытаскивать, сами себя спасали. Крушение самолета, в котором могли погибнуть люди, на совести метеослужбы и диспетчеров, считает Ринат. В тот день погода выдалась нелетная. Ну, возможно, есть доля вины пилота. Вот все сейчас говорят, что пилот неопытный был. А, по-моему, если бы не пилот, кто знает, может быть, мы и не остались бы все живы. Пассажирка того же рейса Айнагуль возлагает ответственность за произошедшее на техническое состояние судна. Летает она часто и всегда испытывает страх в салонах крымских самолетов. Все мы сейчас летаем, да? Почему на наших жизнях делают это? Я думаю, самолеты должны обновляться. Нельзя на таких старых самолетах возить людей, да? Это же жизни. Самолет был исправен. Я это вам точно могу конкретно сказать, потому что перед вылетом и вообще он техническое обслуживание полностью проходит. Состояние авиапарка у нас плачевное. В недавнем прошлом владелец авиакомпании «Бегалы» Наргузуев тоже склоняется к версии о ненадлежащем состоянии борта. Зная не понаслышке об отношении властей к вопросам безопасности, он говорит, у нас далеко не улетишь. Говорят, самолету этому было лет 30, и он старый. Не имеет значения, сколько ему лет. Главное, как его обслуживают и кто устанавливает летную годность. А у нас договорился – годен, не договорился – не годен. По словам предпринимателя, именно такое отношение к воздушным перевозкам привело Кыргызстан в черный список Еврокомиссии. Нужно наши стандарты безопасности поднять бы до уровня Еврокомиссии и вытащить страну из черного списка авиаперевозчиков. Для этого нужно искоренить все коррупционные системы в авиации. Должны обеспечить полную безопасность. Но почему-то наше правительство не спешит этого делать. Ну, видимо, боятся, что деньги в левый карман перестанут поступать. Вопрос, что называется, назрел. Аварийная ситуация затянулась. Законодатели решили ужесточить законы об авиаперевозках. Нынешними авиаторов не запугать. Мы дали правительству немедленно ратифицировать Монреальскую конвенцию, чтобы мы стали членами этой конвенции, который обязывает правительство и обязывает авиаперевозчиков нести ответственность, это в лице правительства, и нести финансовую ответственность авиаперевозчикам. И в соответствии с этой Монреальской конвенцией они должны нести большие финансовые потери. И правительство, и авиаперевозчики. А мы не готовы? Не то, что не готовы, мы готовы, но правительство наше боится. Конвенция принимается законом, с участием депутатов, он потом ратифицируется, понимаете, и так далее. Поэтому
Почему? Ну, ратифицирует наш высший законодательный орган. Ради бога, будем применять. Гражданская авиация встретила идею без энтузиазма. Высокие ставки страхования и компенсирования – все это скажется на стоимости билетов, от чего опять же пострадает пассажир. Посадочный билет бар, талон. Я этот билет теперь храню. Он счастливый. Счастливый билет в новую жизнь – так Ринат называет свой посадочный талон. Из произошедшего он извлек один позитивный урок. Он буквально прочувствовал то, что знал всегда. Как бесценна жизнь и своя, и чужая.